Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия». Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе. Скоро начнется новый учебный год, суета у родителей, которые закупают все необходимое для детей, а местные власти подготавливают учебные заведения, проводят ремонт в школах, покраска и уборка территорий. Как готовятся к учебному году в Ачимчирском районе, какая помощь малоимущим семьям предусмотрена со стороны администрации, какие проблемы испытывают сельские школы, что делать с кадровой проблемой. Об этом в интервью с заместителем главы администрации Ачимчирского, района Артемоном Габилая. По поводу того, какое количество образовательных учреждений откроется 1 сентября, давайте вот с этого начнем наш разговор. У нас в районе 26 школ, плюс еще в городе Ачимчира школа-интернат. Вы знаете, большинство из этих школ технически устарели, еще не ремонтировались, некоторые из них вообще с советских времен. Кое-где вообще нужно их сносить и строить новые школы, но пока об этом говорить сложно, не у государства, тем более у нас в районе таких средств нет. Но как-то мы стараемся, поддерживаем, делаем какие-то мелкие ремонты, косметический ремонт, как-то так вот поддерживаем эти школы. Особенно проблемные школы вот в селе Атара. Школа вот в таком очень плохом состоянии, нужен капитальный ремонт. В селе Гвада, здесь в городе есть Портовская школа, его нужно сносить и строить новую школу, он в аварийном вообще состоянии, как-то вот так вот. А по поводу того, вот достаточно ли этого количества мест и какая очередь существует? Да, вот количество учащихся ориентировочно 2200, где-то вот так. Вот ожидаемое количество детей в этом году в подготовительные классы где-то 120. В первый класс в этом году пойдут 178 учеников. Первый класс это... есть места, да, конечно, хватает. Просто вот я еще раз говорю, да, нужен ремонт, чтобы было красиво, аккуратно, чисто. Но на самом деле вот в настоящее время, как бы так, во всех школах уже начались подготовительные работы к новому учебному году. Отделом образования были приобретены там необходимые хозяйственные товары, там краски, косилки, там лампочки, не знаю, там моющие средства, канцелярские товары. Идет подготовка. И также сейчас идет уборка школьных территорий, самих классных комнат. Как-то вот так. А вот по поводу сельских школ, давайте о них подробнее поговорим. Все-таки в основном даже жители сел пытаются детей в городские школы устроить. И на ваш взгляд, есть смысл восстанавливать и сельские школы, или лучше укрупнить, сделать одну сельскую школу? Как вы считаете? Как к этой проблеме подойти правильно? Да, это очень сложный вопрос, но если уже думать о будущем, о подрастающем поколении, вообще уровень образования, все такое, да, на самом деле укрупнить, конечно, лучше. Есть некоторые школы в нашем районе, где учителей больше, чем учеников. Понимаете, и уровень образования тоже, к сожалению, сейчас ни для кого не секрет, но там немножко хромает по определенным причинам. Но, понимаете, тут вопрос закрытия школы, тут много факторов. Это очень сложно претворить в жизнь, потому что, знаете, у нас такой менталитет. Сегодня в селе закроешь школу, уже люди начнут возмущаться, село закрывается, как-никак жизнь, люди работают, в школу ходят, дети и так далее. Вокруг этих школ вся жизнь в селе как бы связана с этим. И очень сложно сейчас, да, на самом деле это не я неоднократно говорил, это, наверное, самый лучший подходящий вариант
объединить несколько школ, скажем, вот в одну и отремонтировать одну школу, возить туда детей. Слава богу, у нас есть автобусы, школьных автобусов у нас достаточно. Это было бы хорошо и для детей, и вообще, но пока об этом говорить рано, мы не готовы на самом деле к такому шагу. Это, поднимется, так скажем, большой шум. А по поводу учителей и в сельских, и в городских школах, как вообще обстоит дело с этим? Достаточно ли учителей? Все предметы преподают ли в школах? Вот. Да, в принципе, да. Я вот вчера тоже разговаривал с начальником отдела образования. В принципе, да, и есть там кое-где не хватает преподавателей, но вот с 20 августа начинается комплектование школ педагогическими кадрами. Я думаю, этот вопрос решится, особенно это в городе нет никаких проблем. Где-то в селах, в отдаленных селах есть какие-то проблемы, где нет преподавателя, скажем, английского языка, математики и так далее, но этот вопрос решается, это будем решать. Думаю, не такая серьезная проблема. Просто люди тоже не хотят тут сейчас с города выезжать и ехать там за такую маленькую зарплату, скажем так, вот так преподавать, где 10-15 учеников. Это немножко сложно, но все равно есть и учителя, есть и желание людей на энтузиазме, скажем так, работают. Понятно, но вот в некоторых школах, допустим, нет математики, английского, вы говорите, или какого-то другого предмета, а дети потом должны думать о поступлении. Может быть, какие-то одаренные дети, будущие известные математики, химики, физики там живут, а развиваться не могут из-за того, что нет учителя. Да, это же большая проблема. Вот поэтому и наблюдается отток населения в селах. Они выезжают в город ради своих детей. Там уровень жизни другой, там преподавание другое. И поэтому каждый раз мы сталкиваемся с такой проблемой. Просто дети переезжают в другую школу и порой бывает в классе 2-3 человека, а остальные уже в других школах в городе где-то, или в Сухуми, или здесь, в Очамчирах. Да, к сожалению, это так сегодня. В некоторых школах, вот в столице, например, вводят такую систему, как профильные классы, которые позволяют детям, которые хорошо знают математику или другие предметы, углубленно изучать эти дисциплины. В вашем районе такая практика внедряется, используется? Насколько я знаю, нет такой практики, чтобы конкретно профильные направления, но да, таких классов у нас, к сожалению, пока, насколько я информирован, нет. Но так проводятся различные мероприятия, олимпиады какие-то, каждый раз детей собирают, там диктанты, изложения, там по математике олимпиады. Ну, а так вот. Но такой системы нет. А как вы думаете, было бы эффективно, интересно такую систему тоже внедрить в вашем районе? Да, конечно, как вы относитесь? Конечно, это в некотором роде тоже интересно. Ребенок может проявлять интерес, скажем, больше к гуманитарным каким-то предметам или наоборот, больше он любит, скажем, предмет физики или математики или химии. Вот это было бы, конечно, хорошо, но пока это, наверное, еще и возможности, это специализированные классы, оборудование другое, преподавание другое. Пока рано об этом говорить, наверное. К этому нужно идти. Поняла вас. А вот по поводу того, как обеспечиваются школы учебниками, в этом году обещают и ученикам старших классов, начиная с 7 класса и старшеклассникам, предоставить учебники. Будут ли ваши школы тоже обеспечены? Да, насколько я знаю, учебниками местного издания школы обеспечены. Для первых 7 классов уже завезены то, что касается российских учебников. Для первых 7 классов уже завезены и лежат в школьных библиотеках.
Вот для 8 и 11 классов Министерство просвещения, насколько я знаю, обещает к середине сентября. И вот получат эти учебники, наверное, будут розданы школам. Ни для кого, да, не секрет, что цены растут, и собрать ребенка в школу не так легко, учитывая, какие цены на канцелярские товары, на одежду. По поводу помощи малоимущим семьям, вообще вы ведете учет количества малоимущих семей, каким нужна помощь? Да, конечно, многие обращаются, вот даже буквально несколько заявлений сегодня у нас находятся, они хотят, чтобы собрать детей и пустить их в школу. Очень много нужно купить, это канцтовар, это вещи. Но по мере возможности мы тоже стараемся и оказывали помощь и ранее, и сейчас, да, конечно, будем оказывать. В определенном смысле у нас тоже есть проблемы, но все равно, как бы никак, есть малоимущие люди на самом деле, которые нуждаются. Конечно, мы им окажем помощь. А много таких семей, вот ежегодно, как я поняла, вы каждый год таким семьям помогаете? Много у вас таких людей? Да, на самом деле у нас в районе очень много людей, нуждающих. Это не только касается школы, но вообще очень много малоимущих людей, очень много больных. Но по мере возможности мы никому не отказываем, но помогаем как по мере возможности, опять-таки. А вот по поводу школы-интерната, которая у вас тоже находится в Ачимчирском районе, много ли там в этом году будет детей? Вообще, как происходит пополняемость, если правильно так назвать? Да, там сейчас сколько детей, честно, я не могу ответить. Во-первых, эта школа-интернат подчиняется напрямую Министерству образования. А так, да, конечно, очень много детей из многодетных семей, из малоимущих семей, опять-таки, там очень много, и я думаю, в этом году тоже... Меньше не будет, как я понимаю, по вашим словам. Да, конечно. Да, конечно, многие даже, понимаете, обращаются, чтобы мы их устроили туда, но бывает, что нету мест просто практически... Это еще и не только малоимущие, там многодетные семьи. Есть желающие, но в селах, особенно кто совсем далеко живет, и где нету автобуса, не во всех селах школьные автобусы. И у них есть такое желание, чтобы учились и здесь преподавание другое, здесь дети находятся с понедельника по пятницам, тут и условия какие-то другие, Но бывают случаи, когда малоимущие семьи или семьи в сложной жизненной ситуации, которые находятся, и дети из этих семей, бывали случаи, что не посещают школу. Какой-то контроль за этими семьями, чтобы все-таки дети получили доступ к образованию, попадали в школы. Такой контроль ведется. И есть ли вообще такие случаи? Да, конечно, есть такие случаи. Даже здесь в городе у нас есть... У нас есть служба, которая занимается выявлением этими. Не готов ответить, это сколько таких семей, сколько таких детей, но есть случаи, которые я сам лично знаю. Здесь в городе дети не хотят ходить в школу, но семьи такие, скажем, неблагополучные. Мать где-то находится, дети сами беспризорные по городу ходят. Мы их тоже недавно устроили в Сухумский интернат, кстати, потому что здесь не было у нас мест, и они рядом с этой школой живут, они убегают. В общем, мы их определили в Сухумский интернат. Есть такие моменты тоже, да, конечно. Мы тоже так можем, стараемся им тоже помочь. Сейчас этой семье, за которую я говорил, они жили в чужом доме, у них заброшена какая-то квартира была. Мы сейчас делаем ремонт, чтобы их заселить туда, чтобы жили в нормальных человеческих условиях. Просто детей жалко. А это понятно, что такие случаи, как я понимаю, у вас тоже есть, и вы пытаетесь, да, тоже с этим как-то
бороться, решить проблему. А вот отдаленные села, да, доступ, не у всех есть транспорт, и чтобы довести ребенка до школы, это не всегда легко. А как организовываете вот эти транспортные вопросы, как решаете, чтобы дети попадали в школы? У нас, я говорил, 22 школьных автобусов. А вот эти автобусы возят детишек в школу. Сейчас забегая вперед, хочу сказать, что в субботу мы получим еще один новый автобус это подарок от руководства страны. Да, есть и определенные проблемы с этими автобусами, тоже тот же ремонт и так далее, но стараемся их как-то поддерживать, делать ремонт. Но, во всяком случае, сегодня все автобусы хорошо или плохо работают, скажем так, технически исправны, за исключением 2-3 автобуса, и то работают, возят. Вот мы, возвращаясь к вопросу, кадровой проблеме еще, хотела бы уточнить, существуют, такие спецзаказы, лимиты государства, бесплатно, когда обучаются в Абхазском университете, абитуриенты поступают и с надеждой, что они вернутся в районы и будут работать как раз вот в этих школах. На практике как происходит? Возвращаются или нет? Возвращаются, но, к сожалению, не все. Не все. Кто-то находит себе место в другом месте, кто-то вообще не идет на работу. Но многие возвращаются, работают по специальности. Очень много молодых учителей, грамотных, образованных в этом плане тоже. Мы в этом году тоже обращались к руководству АГУ, несколько писем мы писали. Там просили, я сейчас не помню, какая школа это была, преподавателя истории у них. Они просили, чтобы мы помогли, во всяком случае помогаем, как можем. Это серьезная проблема, не только для Чимчирского района, вообще для тех, кто поступает при помощи государства, по лимитам, по целевым направлениям, они потом не всегда хотят возвращаться туда, где в них нуждаются больше всего. По поводу того, помимо учебы, еще какие-то развлечения, секции, очень важно занять ребенка, и спортивно развивать. По поводу секций в районах и особенно в сельских школах, насколько есть возможность заниматься в различных спортивных секциях у детей из сельских школ? Есть, но не во всех школах, но есть, где занимаются борьбой, где-то боксом, где-то волейболом, мини-футболом. У нас в районе есть спортшкола. Дети ходят сюда, тут хорошие тренера, тренируются, дети наши выезжают, занимают какие-то призовые места. В этом плане тоже, есть еще кружки танцев и так далее, и так далее. Не во всех, конечно, но есть. А как вы думаете, что сделать, чтобы увеличить, эти секции в районах? Потому что, талантливые дети, может быть, иногда не имеют возможность выехать в город. Мы с вами говорили про транспортные проблемы. Не у каждой семьи есть возможность ребенка везти в город на занятия, какие-то секции. Может, ребенок талантлив, а тут хозяйство подсобное надо вести. И не всегда даже время есть у родителей. Чтобы был доступ для талантливых детей, что нужно на ваш взгляд, делать? На самом деле все это упирается опять-таки в финансы, потому что в школе, где, я говорил, не было ремонта 30 лет, нет спортзала, нет условий, чтобы тренировать и заниматься спортом. В некоторых школах его вообще нету. Это очень сложно. На самом деле это нужно. Может человек вырасти большим спортсменом, но к этому нужно идти. Но во многих школах, я еще раз говорю, нет такой возможности, даже элементарно спортивные школы. Но в некоторых школах уже есть и хорошие спортзалы, есть и мини-футбольные площадки. Есть села, которые приезжают, например, на мини-футбольное поле с других сел. У нас в Тамыше есть мини-футбольное поле. С разных сел приезжали играть туда, заниматься дети.
Конечно, это трудно, накладно, но все равно стараются как-то. А все упирается, опять-таки, в финансы, нужны вложения и так далее, чтобы это все организовать. Нужно время потихоньку, нужно к этому идти. Мы об этом тоже не раз говорили. Сейчас вот недавно в селе открыли мини-футбольное поле, вот здесь, в Меркулах. А может, какие-то частные инвестиции, не знаю, меценатов привлекать в такую благотворительную деятельность? Да. Есть люди, которые сейчас построить спортзал, это, конечно, очень сложно и трудно, но есть очень много людей, когда вот наши ребятишки куда-то выезжают, или какие-то турниры здесь проходят у нас в районе, в республике. Вот они, есть бизнесмены, различные люди, разные люди помогают, да. И немало таких людей у нас в районе. Вот Очамчирский район, он же таким спортивным был центром в советские годы тоже, и спортивные базы там располагались. Я помню слова главы Очамчирского района, который говорил, что хочет вот это былое восстановить и сделать из Очамчиры мекку спорта. В этом плане вот для развития детей, вот что еще можно сделать, на ваш взгляд? Очень много чего не хватает, но на самом деле в этом плане ведется работа. Вот сейчас вот есть в планах с местом немножко не смогли определиться. Вот уже в этом году навряд ли мы успеем, но вот планируем строительство теннисного корта. У нас в городе очень много мини-стадионов. Есть стадион большой, дети занимаются футболом. Вот уже с 14 числа в районе проводится чемпионат района по мини-футболу между сельскими командами. Ну, такая активная сейчас фаза спорта. И, есть поддержка района, есть. Со спортивными секциями понятно, с развитием спорта. А вот дошкольные учреждения, насколько я знаю, в районе должен появиться новый садик. Да, у нас по инвест-программе почти завершены. Там были недочеты, вот поэтому мы не могли его открыть в прошлом году. Практически садик готов. С сентября, с 1 сентября перейдут в новое здание. Там были допущены ошибки строителями, но это все исправили. Ведем его в эксплуатацию с сентября месяца. А насколько необходим сад и много ли желающих вообще в очереди? Уже наверняка какая-то очередь появилась. Я даже боюсь, здесь где сейчас находится наш садик, 4 группы. Сейчас количество точно я вам не могу сказать, но в новом садике будет 5 групп. Но я слышу по разговорам, что очень много желающих, и наверняка не хватит мест. Но есть и частные, на самом деле здесь небольшие, не частные садики, но хотелось бы еще такой красивый, хороший садик, но посмотрим, время покажет. Для работающих родителей это, конечно, прекрасная возможность. Да, тут не только городские дети, но и из сел привозят сюда. Но это дополнительное развитие, как вы понимаете, садик многому чему учит. Но хотелось бы, но пока, к сожалению, только один садик. А вот подготовительные классы, они тоже же предусмотрены в школах? Потому что исполняется 6 лет, не все сразу идут в школу. Да, конечно, особенно это в селах, на самом деле это, можно сказать, что как садик, там их готовят уже, я количество где-то говорил 120, так где-то приблизительно детей, кто в этом году пойдет в подготовительный класс. Да, конечно, мало, но... Спасибо вам, Артемон Гивевич. Благодарю за информацию. Спасибо.
Напомню, что это был заместитель главы администрации Ачамчирского района Артемон Габилая. Говорили мы о том, как подготовились к учебному году в Ачамчирском районе, какая помощь малоимущим семьям предусмотрена там, а также поговорили о том, какие проблемы испытывают сельские школы и что делать с кадровой проблемой. Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия».